فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Хвала Аллаху, по милости которого совершаются благие дела. Я свидетельствую, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, и что наш господин Мухаммад – его раб и посланник. О Аллах, благослови и приветствуй миром нашего господина и любимца Мухаммада, его семью и сподвижников. О рабы Аллаха, я завещаю вам и своей грешной душе бояться Всевышнего Аллаха. Бойтесь же его и повинуйтесь ему, ведь поистине Аллах с теми, кто богобоязнен и кто творит добро. Дорогие мусульмане, сегодня мы упомянем ряд прекрасных нрав, что обладал посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего. Ученые написали прекрасные строки в разъяснении этих высоких нравов. Они пишут: «Он господин всех творений, который воочию видел рай. Когда он был вознесен на небеса, то увидел райские сады их блаженства, которые не видел ни один глаз, не слышало ни одно ухо, и которые не приходили на ум ни одному человеку». Затем он вернулся в дикую пустыню. Будучи довольным своим уделом, ходил между ущельями гор без жалобы и недовольства. Если бы кому-то из нас довелось оказаться в роскоши, а затем он был бы лишен этой роскоши, то в каком же негодовании он находился бы? Но сердце посланника Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, было крепко привязано к своему Творцу, чтобы проявлять высокомерие, обольщаться временными благами и жаловаться на такие мелочи. Он увидел ангелов, совершающих обход вокруг населенного дома на небесах. Населенный дом – это небесный аналог земной Каабы, находящийся на 7-м небе. Каждый день в него ходят 70 тысяч ангелов, а войдя в него, больше не выходят. Затем его взор был опечален, когда он увидел на земле многобожников, совершающих неверие и идолопоклонничество вокруг Каабы. Но после увиденного зрелища он лишь попросил своего Господа наставить их на прямой путь. Увидев в раю прекрасных гурий и вернувшись на землю, он не стал надменно обращаться со своими женами. Напротив, он был мягок и нежен с ними и со всеми мусульманками. Совершив молитву со всеми пророками в заповедной мечети в качестве имама, он вернулся в Медину и совершил намаз с обычными мусульманами, среди которых также таились и лицемеры. Но данный факт никак не помешал ему молиться и поминать своего Господа, а лишь прибавил ему смиренности и стойкости. Он ехал на райском животном под названием Бурак, а затем вернулся в Медину и ехал на обычном верблюде, проявляя с ним мягкое отношение. Несмотря на то, что ему довелось ехать на бураке, который, в отличие от верблюда, преодолевал расстояние за долю секунды, это не вызвало в нем отвращения садиться на обычный верблюд. Будучи тем, кого Всевышний Аллах почтил небесным путешествием, которым не был удостоен ни один человек ни до, ни после него, он не посчитал для себя унизительным сражаться в первых рядах с муджахидами на пути Аллаха. В сражениях он подвергался кровавым ранениям в голову, а его дочь Фатима, да будет доволен ею Аллах, своими руками удаляла кровь с его лица. Однажды он сказал ей: «О Фатима, если бы кровь моя пролилась на землю, то Аллах низвергл бы небеса на неверующих». Он питал милосердие даже к своим врагам, несмотря на то, что те рассекли ему голову, ввели против него лютую вражду. Он всегда желал того, чтобы среди них оказался хоть один человек, который уверует в Аллаха и его посланника. Что это за величие, о посланник Аллаха? Как же прекрасна твоя биография, как же прекрасен твой нрав, и как же велика твоя смиренность. О посланник Аллаха, да благословит тебя Аллах и приветствует миром. Он светоч и пророк, отправленный к нам Господом миров, чтобы наставить нас на прямой путь. Он тот, о ком Всевышний сказал: «Поистине, ты человек превосходного нрава». Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, проповедовал прекрасный нрав. Он говорил: «Мой Господь научил меня красивому нраву». Нрав – это важнейшая часть веры. Человек, лишенный нрава, лишен веры и подобен животному. Все праведники без исключения говорили, что суть в учении кроется в красивом нраве, и что обладающие нравом и лишенные его не могут идти по одному пути. В частности, шейх Аль-Иласхани, да будет возвышена его святость, говорил, что суть его тариката – это обладание нравом. Поэтому я завещаю всем мусульманам и себе в первую очередь облачиться в те прекрасные великие нравы, что передал нам посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего. Ибо благой нрав – это ключ к раю и причина, по которой верующий окажется рядом с любимцем Аллаха в день страшного суда.